Светланы Валерьевны. Сначала песня главная женщина, слова Владимира Суслова, музыку Якова Брагина. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем мероприятии презентации совместного проекта «Инклюзивное образование». И сегодня у нас в гостях особые люди, дорогие наши друзья. Это ученики и преподаватели Республиканской коррекционной школы-интерната. Истории нашего сотрудничества уже 5 лет. Вот уже 5 лет мы являемся социальными партнерами творческого проекта отделения фортепиано нашей школы «Рояля. Волшебные звуки». И в рамках этого творческого проекта установлены прочные творческие связи со многими образовательными учреждениями города Якутска. Но именно с Республиканской коррекционной школой нас связывают особо теплые дружеские отношения. Воспитанники этой школы не раз бывали у нас в гостях на концертах учащихся фортепианного отделения, и наши ученики ездили к ним в школу с концертами. Устраивались совместные мероприятия, на которых дети из обеих школ выступали вместе. И эти мероприятия взаимообогащали наших детей не только духовно, но и эмоционально. И сегодня наши 2 школы решили подписать договор о творческом сотрудничестве. И это закономерный итог нашей общей деятельности. Договор составлен на предмет сетевого взаимодействия и сотрудничества между муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств номер 2» городского округа город Якутск и государственным казенным образовательным учреждением Республики Саха-Якутия Республиканская специальная коррекционная школа-интернат. Предметом договора является реализация учебной программы общеразвивающего направления и привлечение к занятиям в детской школе искусств в целях профессиональной ориентации учащихся, а также создание благоприятных условий для художественно-эстетического развития детей, творческое сотрудничество сторон с целью обеспечения их интеллектуального развития и приобщения к музыкальному искусству, организация внеурочной деятельности досуга учащихся для их духовно-нравственного развития и, наконец, просветительская работа среди родителей и детей для гармоничного развития личности ребенка. Разрешите пригласить на сцену Уарову Юлию Ефремовну, заместителя директора по воспитательной работе Республиканской специальной коррекционной школы-интерната. Пожалуйста. Разрешите вас поздравить с этим замечательным днем, с подписанием договора. И мы очень надеемся, что сегодняшнее соглашение станет точкой опоры долгого, творческого и плодотворного сотрудничества. Спасибо большое, Юлия Ефремовна. Слово для приветствия предоставляется Лебедеву Сергею Иннокентьевичу, отличнику культуры Республики Саха-Якутия, директору детской школы искусств номер 2. Дорогие друзья, действительно наши друзья, потому что вы сегодня в нашей школе не первый раз, да, вот не так давно мы с вами встречались, по-моему, когда это было? По-моему, весной прошлого года, да, и абсолютно вот закономерно вот так случается, что мы сегодня вот решились подписать соглашение, потому что, ну что ходить вокруг да около, надо делать какое-то общее дело, да, надо ставить какие-то серьезные задачи, решать определенные цели, поэтому мы с руководством вот коррекционной школы вот уже серьезно решились, и мы готовы начать эту работу, да. И я очень, на самом деле, горжусь и
очень мне приятно, что вот эти дети, которые вот первые поступят к нам в школу, да, в числе наших обучающихся, вот потом, ну мы, конечно, еще серьезно продумаем, сколько они будут учиться, да, какой срок реализации этих программ будет, какая будет программа, да, все это, конечно, предстоит нам проделать большую работу, и они получат, конечно, свидетельство нашей школы по окончанию. Вот это вот именно, вот мне кажется, даже в городе, да даже в республике, наверное, что вот впервые будет, да, что вот по такому сетевому взаимодействию дети смогут получать свидетельство об окончании детской школы искусств. Вот мы это действительно серьезно, вот как бы сегодня прекрасный праздничный день, и в то же время какое-то вот новое направление какое-то открывается. Это всегда почетно и действительно волнительно. И я хочу сказать, что мы обучаем, конечно, всех детей, мы очень любим детей, у нас детская школа искусств, да, вокруг нас круглый год, круглый день, каждый день дети, да, только в отпуске мы немножко вот бываем разлучены, да, с нашими детьми, и, конечно, мы обязательно будем готовы работать с вашими прекрасными детьми. И я хочу сказать, что вообще музыке должны обучаться все. Не зря у нас в республике работает проект, да, «Музыка для всех», да, уже с 2013 года, в этом году вот прошел 4-й международный конгресс. И, конечно, вот обучение музыке в нашей республике должно стать массовым явлением, да. У вас прекрасные дети, они прекрасно осваивают, и мы даже сегодня вот с коллегами разговаривали, даже задумались, не то что даже в музыке, а я говорю, а почему вот хореографии нельзя, тоже же ведь возможно, вот хореографы, коллеги сидят, надо тоже продумать, да, потому что вот коллеги сказали, что ребята тоже прекрасно чувствуют пространство, да, все, они очень пластичные, и тоже надо посмотреть, как бы тоже вот это направление нам не оставить, да. Вот мы посмотрим. Мы очень готовы к работе и надеемся на сотрудничество. И вот подписание нашего договора сегодня действительно будет очень важным событием для жизни наших образовательных учреждений. Пожалуйста, Сергей Иннокентьевич, Юлия Ефремовна, подойдите, пожалуйста, подпишите договоры. Торжественная часть. Я надеюсь, что это начало долгого перспективного пути для развития наших детей, наших учеников. Поздравляем всех вас с этим знаменательным событием и будем надеяться, что это будет прекрасная дорога, долгая дорога к успехам и к творческим свершениям. И позвольте начать наш первый совместный между двумя школами концерт. Народная песня «Кымыс ырета» исполняет фольклорный ансамбль «Алас». Руководители Айталина Николаевна, Николай Николаевич Батаховы. Пожалуйста, приветствуем наших гостей.
артистов, аплодисментами. Часто с вами слышали звучание русских национальных инструментов. В концерте сегодня прозвучит разнообразие всех музыкальных инструментов, которые есть у нас в школе и в композиционной школе. Виктор Козлов. Прозвучит пьеса в исполнении Дарины и Егоры Куликовой. Класс преподавателя Яна Дмитриевича Никитина. Пожалуйста. Герман Комраков «Журавли». Прозвучит пьеса в исполнении Айсена Дьячковского, руководитель Денис Сергеевич Константинов. Пожалуйста. Приветствуйте, пожалуйста, наших юных музыкантов, потому что такое творческое содружество мы не часто проводим совместные концерты. Это очень сильно поддерживает наших юных коллег. Пожалуйста, не жалейте своих рук. Приветствуем. И мы приглашаем на сцену Павла Захарова,
Михаил Глинка «Андалузский танец». Павел их исполнит нам на ксилофоне эту пьесу. Класс преподавателя Афанасия Николаевича Федорова. Концертмейстер Татьяна Николаевна Шипилова. Георгий Струве «Моя Россия». Прозвучит песня в исполнении ансамбля девочек, руководитель Айталина Анатольевна Петрова.
Николай Константинов «Желание». Пьеса прозвучит в исполнении Марии Дерябиной и Софии Никитиной. Преподаватели Светлана Леонидовна Голдобина, Ирина Владимировна Сахинова. Концертмейстер Татьяна Николаевна Шипилова. Вольфганг Амадей Моцарт. Турецкая рунда исполняет Михаил Котельников, руководитель Диана Ивановна Чемпорова.
Михаил является неоднократным участником наших общих концертов. Мы его видим всегда и всегда рады слышать его исполнение. Матео Каркасси, вальс, исполняет Маргарита Красноярова, класс преподавателя Ивана Александровича Бокова. Карл Мария Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». Исполняют Жанна Пестова, Карина Кушнарева. Класс преподавателя Вероники Михайловны Костровой. Концертмейстер Татьяна Николаевна Шипилова. Сергей Федоров, украинский танец. Исполняет Софья Балаганская, класс преподавателя Екатерины Сергеевны Поповой, концертмейстер Татьяна Николаевна Шипилова.
Иванович «Дунайские волны». Исполняет на аккордеоне Михаил Котельников. Руководитель Денис Сергеевич Константинов. Спасибо, Михаил. Есть в якутской традиции, бытует мнение, что стерхи, танец стерхов приносит счастье тем, кто его увидел. Сейчас мы с вами увидим танец стерхов в исполнении ансамбля девочек. Руководитель Елена Станиславовна Максимова.
Дорогие друзья, мы уверены, что эта встреча отозвалась теплом в ваших сердцах, и выступление всех участников сегодняшнего концерта запомнится вам надолго. Мы не прощаемся с вами, говорим лишь до новых встреч в мире прекрасного музыкального искусства и танца. Спасибо за внимание и до новых встреч. И приглашаем всех на совместное фотографирование.